Впредь такие ситуации не должны повториться, отметил глава республики Владимир Уйба на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На совещании обсудили и другие происшествия, которых можно избежать. Особое внимание пожарам. На майские праздники леса Коми планируют закрыть для отдыхающих. Об этом и не только в материале Натальи Юриной. Май будет жарким не только по прогнозам синоптиков, но и по работе силовых структур. В ближайшие месяцы сотрудники гидромедцентра допускают температурные аномалии. При этом осадков в обильном количестве ожидать не приходится. Велика вероятность, что пожароопасный сезон в этом году начнется раньше прошлогоднего в связи с высокой температурой в мае и дефицитом осадков в это время. В целом, степень пожарной опасности за сезон прогнозируется на уровне прошлого года. Не успела теплая погода установиться, апрель уже по количеству поджога сухостоя обошел прошлогодний показатель. На прошлой неделе 7 палов травы. Для сравнения, в 2020-м таких возгораний было 5. Глава республики поручил главам муниципалитетов привести в порядок территории. Бесхозной земли, коллеги, не бывает. У каждого клочка земли есть хозяин. У каждого. Соответственно, ваша задача с этим хозяином вести работу. Предотвратить не только пал травы в жаркий сезон, но и защитить от огня зеленые зоны. На въездах в лесах Коми появятся посты. Дежурить будут как дружинники, так и спасатели и полицейские. Также Владимир Уйба напомнил об открытии сезона охоты 5 мая. Охотники-то в этом отношении люди все-таки более организованные и ответственные. Но тем не менее, все равно нужно еще раз во всех охотничьих обществах провести руководителям беседу с охотниками, особенно там, где ожидается большой наплыв приезжих охотников, где вы же видите, кто купил у вас путевки. То есть обязательно разъяснительную работу, обязательно под роспись. Около 200 населенных пунктов республики в зоне риска. По словам спасателей, у ряда поселений нет паспорта пожарной безопасности. Владимир Уйба призвал руководителей муниципалитетов к началу мая ситуацию исправить. У 7 оздоровительных лагерей документы в порядке, однако к учреждению в Шиладере не проехать. Наш телеканал уже рассказывал об этой проблеме. Замминистра строительства и ЖКХ пообещал, что дорогу приведут в порядок к 30 апреля. На ремонт выделят более 20 миллионов рублей. Водопропускная труба была на 40% забита льдом. Соответственно, насыпь поднялась, вода поднялась сквозь насыпь. И с учетом перелива смыло именно 50 метров. Я понимаю, но на самом деле не было такого уровня воды. 40% неготовности трубы – это все-таки не полное ее отсутствие пропускной способности. То есть вот такие последствия у нас в прошлом году такого не было. Также на совещании обсудили вопрос и об организации отдыха на воде. В прошлом году спасателями было спасено 23 человека. Наибольшая гибель людей допущена в МО Сыктывкар, это 5 человек, в муниципальном районе Карткеросский 4 человека, в том числе 3 детей, и МО муниципальный район Сосногорск 4 человека. Анализ происшествий на водных объектах Республики Коми показывает, что гибель людей происходит в местах неорганизованного отдыха, где отсутствует инфраструктура для безопасного массового отдыха. В этом году в республике обустроят 49 пляжей, почти половина в Усть-Куломском районе. При этом в Усинске, Инте, в Воркуте, в Уктыле и Сосногорске власти не планировали благоустраивать места для массового отдыха у воды. Однако придется. Владимир Уйба поручил главам этих районов вопрос проработать. Наталья Юрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.